Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Появилась возможность проверить информацию на достоверность. В Якутии работает горячая линия. Власти республики планируют закрыть дефицит учебников по якутскому языку и языкам коренных малочисленных народов Севера. Турнир, ставший традиционным, в Хангалатском районе соревновались мастера ледовых и снежных скульптур. Переговоры российской и украинской делегации начнутся сегодня в утренние часы, сообщил источник ТАСС. Это не перенос, встреча будет утром, причина – логистика украинской делегации, сказал собеседник агентства. Ранее глава российской делегации на переговорах, помощник президента России Владимир Мединский, сообщил, что в воскресенье с украинской стороной была достигнута договоренность о проведении переговоров в Гомельской области Белоруссии. Делегация России уже выехала из Минска к месту встречи. Конкретная точка встречи российской и украинской делегации на переговорах раскрываться не будет, сообщил источник ТАСС. Между тем, в связи с распространением непроверенных сообщений в соцсетях и мессенджерах, а также недостоверной информации в Якутии заработала горячая линия. Операторы помогут проверить достоверность тех или иных сообщений, уточнить информацию об изменении цен в транспортном сообщении, в том числе авиаперелетам. Позвонить по номеру 8 800 160 59 можно уже сегодня. Напомним, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, публичное распространение под видом достоверных сообщений, заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, наказывается штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей, либо ограничением свободы на срок до 3 лет. Гражданам России рассказали о последствиях санкций, введенных против российских банков. При этом, как подчеркивают специалисты, вкладчикам, находящимся в стране, нечего опасаться. Все платежные операции онлайн и через банкоматы работают в штатном режиме. Продолжит Сарглан Неустроева. Сегодня больше всех от санкций пострадали держатели счетов за рубежом. Представители санкционных банков предупреждают, в странах, поддержавших эти запретные меры, лучше снять наличные. Все транзакции MasterCard и Visa заблокированы. В свою очередь для тех, кто пользуется услугами ВТБ, Сбербанка, Открытия, Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. Внутри страны никаких ограничений нет. Связано это в первую очередь с тем, что все платежи внутри государства проходят через национальную систему платежных карт. Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет. Банк и все его сервисы работают в обычном режиме. Менять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении Сбербанк онлайн. Apple Pay и Google Pay работают с картами Сбера, как и раньше. Клиентам ВТБ доступны операции по всем картам банка на территории России, переводы внутри страны, снятие наличных в офисах и банкоматах. В полном объеме доступен обмен валюты. Все вклады и накопительные счета доступны без ограничений. Вы можете открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче денежных средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме. Тем не менее, отмечается значительный рост спроса на выдачу наличных денег среди граждан. Специалисты уверяют, санкционные банки готовы удовлетворить потребность клиентов. Так, например, в штатном режиме работают все отделения Сбербанка и ВТБ. Банк России непрерывно предоставляет наличные банкам для загрузки в банкоматы в течение рабочей недели. Для удовлетворения возросшего спроса Банк России увеличил выдачу наличных денег банкам, и пополнение банкоматов продолжится в эти выходные. Объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот более чем достаточен. Все средства клиентов на счетах в банках полностью сохранены и доступны для совершения любых операций. Между тем, опрос показал, большинство якутских вкладчиков на санкционные меры реагируют спокойно и без паники. Никаких очередей у банкоматов, только явное напряжение. Чего ждать дальше? Если у нас есть вклады, его нужно вложить на какую-нибудь, на недвижимость, либо там купить автомобиль, в общем, приобрести что-либо, чтобы сохранить капитал свой. А если просто взять и наличные держать под подушкой, конечно, это рискованно. Я абсолютно спокоен, даже положил деньги. Не думаю, что это как-то сильно коснется именно нас, обычных рабочих. Я предпочитаю пока ничего не делать, потому что сейчас первое время в эти дни это панические действия.
Я думаю, что все равно ситуация стабилизируется. Стоит отметить, что теперь возможность приобрести товар за рубежом значительно уменьшилась. Страны, поддержавшие санкционные меры, попросту не принимают оплату визой или MasterCard. А это значит, что о глобальном шопинге можно забыть на неопределенное время. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Власти республики планируют закрыть дефицит учебников по якутскому языку и языкам коренных малочисленных народов Севера в ближайшие 2 года. Как сообщил вице-премьер региона Сергей Местников, в ходе итогового отчета Кабмина цель будет достигнута с помощью реализации новой госпрограммы по сохранению и развитию родных языков. Она действует с прошлого года. Глава республики поставил задачу по сохранению и развитию родных языков и литературы. В течение 2 лет правительство планирует полностью искоренить дефицит необходимых учебников, рассказал Местников. Максимально внедрить цифровые технологии в изучении родных языков. Кроме того, планируется перевод в электронный формат 15-томного толкового словаря якутского языка, создание детского контента на телевидении и интернет-платформах. Что касается Якутска и пригорода, то до 2024 года будет возведено 20 объектов образования. Это значительно снизит нехватку мест в школах столицы. Напомню, Владимир Путин еще в 2018 году поставил задачу перевести все школы России на обучение в одну смену. Наш корреспондент Влад Сергеев выяснял, как планируют расширить площадь школ, чтобы вместить большее число учеников. В рамках программы Минпросвещения России в Якутске и его пригородах будет возведено 6 школ и 5 пристроек к существующим объектам. Так, дополнительный 3-этажный корпус в скором времени получит столичная школа номер 5. В нем будут размещены буфет, учительские, кабинеты социального педагога, лаборатории, тренажерный зал и помещения для отдыха учеников. Это, конечно же, дополнительные места для детей, которые принадлежат нашему району, нашей школе. Это обновленная материальная база. Ну и, конечно же, переход на односменную систему обучения. Ну, на данный момент у нас уже забито 67 свай. На следующей неделе они должны уже закончить свайное поле и приступить к заливке фундамента. Пристрой начали возводить и в Хатасах. Школа имени Парфения и Надежды Самсоновых была построена в 2004 году. Сегодня в здании, рассчитанном на 400 мест, обучается 947 детей. В тесноте да не в обиде агропрофилированная школа продолжает активно участвовать в конкурсах и реализовывать различные проекты. Наша школа с 2016 года работает в агронаправлении как агробизнес-школа. В этом направлении у нас очень много достижений наших обучающихся, наших учителей, чем мы очень гордимся. И, конечно, наша площадь для того, чтобы детей развивать в той полной мере, в какой мы хотели бы, она не отвечает. Новый объект будет представлять собой 3-этажное здание общей площадью порядка 5000 квадратных метров. В нем будут располагаться 19 учебных кабинетов, столовая, библиотека, мастерская, а также спортивный и актовый залы. Сегодня на объекте продолжается работа по забивке свай. По графику производства работы школа, кладка должна начаться в апреле месяце. И также по графику производства работы, коробка школы и отопление, фасад должны быть закончены в декабре. Пристрой будет соединен с действующим зданием теплым переходом, где планируется разместить оранжерею. Введение в эксплуатацию нового объекта позволит школе перейти в односменную форму обучения. Основная цель данного строительства – это переход с двухсменной на односменное обучение, поэтому мы планируем 9, 10, 11 класс при вводе данного пристроя, они будут обучаться в одну смену. И мы заранее с проектантом отработали, чтобы здесь обучение происходило с 5 по 11 класс. В рамках реализации программы Минпросвещения России пристройки также будут возведены к столичным школам номер 26 и 29, а также к школе села Пригородный. Новые же школы будут построены в Якутске на улицах Билибина, Чайковского, Пирогова, в микрорайоне ДСК и в поселке Марха. В общей сумме будет создано порядка 12 тысяч ученических мест. Влад Сергеев, Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Хатасы, Якутск. Идем далее. Челлендж «Помоги детям природы» якутского отделения Русского географического общества продолжается. На этот раз активисты общества совместно с инспекторами особо охраняемой природной территории Кенкеме развернули работу в местности Апаана по подкормке диких копытных животных.
Во время мероприятия участники челленджа построили кормушки, выложили сено, кормовую соль и развесили веники. По словам инспекторов, благодаря биотехническим мероприятиям обеспечивается улучшение кормовых и защитных условий обитания зверей, что повышает биологическую и хозяйственную продуктивность на особо охраняемых природных территориях. Прежде всего, конечно, мы призываем участвовать в этих проектах наших школьников. Обращаемся к школам, потому что это акции направлены прежде всего на подрастающее поколение, которое должно знать и должно участвовать в таких мероприятиях. Это имеет очень важное воспитание экологической направленности. Найденного в конце прошлого года в Ленском районе фламинго перевели в общий павильон зоопарка «Роев-ручей». Птица была найдена в ноябре прошлого года с обморожением ног и в январе доставлена в Красноярск. На момент прибытия Гриша, напомню, так назвали фламинго, весил 1 килограмм 700 граммов, что критически мало для его возраста. Специалисты определили, что птенец родился весной прошлого года, птицу выходили ветеринары в карантинной зоне и сейчас его уже выпустили в общий павильон к стае фламинго. Конечно, немножко взрослые птицы пощипывают его чуть-чуть, но это абсолютно нормально. Фламинго – стайные птицы. Сейчас определится немножко иерархия этого птенца в стае, и все будет замечательно. Главное, что подошли к еде уже в постоянном вольере, и птицы уже кушают. Это очень радует. Значит, все прошло хорошо. В Хангаласском районе соревновались мастера ледовых и снежных дел. Фестиваль по созданию ледовых и снежных скульптур в 11-й раз провел этнотуркомплекс «Актем-парк». Последние 5 лет соорганизатором также является Якутский художественный колледж. В этот раз фестиваль посвятили якутской письменности. Участники должны были изобразить якутские дифтонги и слова. Участие приняли 28 мастеров из районов Якутии. Много вот именно молодежи, мастеров отсюда вот именно выросло, можно сказать, да, и уже 10-й, 11-й год пошел уже вообще, да, отсюда все большие наши мастера вышли, здесь все участвовали, и вот наши ребята тоже, вот и студенты, и молодые мастера, выпускники каждый год сюда приезжают, с радостью участвуют. Мы следим за развитием событий, оставайтесь с нами.